Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Бахчисарайский ханский дворец ежегодно посещает более полумиллиона гостей. И каждый из них стремится собственными глазами увидеть самую известную, самую популярную достопримечательность Хан-Сарая – фонтан слез. Для большинства из них фонтан слез – это первый, а порой и единственный памятник крымско-татарской культуры, о котором они слышали до своей поездки в Крым. Фонтан слез знают все, и все хотят его увидеть. Сейчас самый разгар курортного сезона, и мимо фонтана почти непрерывно движется пестрый поток отдыхающих. Давайте и мы дождемся своей очереди и повнимательнее рассмотрим этот памятник, который издавна привлекает к себе так много людей. В чем же заключается секрет его притягательности? Фонтан слез – это сооружение скромное, и вместе с тем выполненные с большим художественным вкусом. Высеченные на мраморе фрукты и цветы выглядят будто полупрозрачными. Причем ни один орнаментальный элемент не повторяет соседний. При всем внешнем сходстве каждый из них уникален и отличается от другого. Вода падает каплями из мраморного цветка и перетекает между 9 изящными чашами, а внизу, у подножия фонтана, высечена двойная спираль. На фонтане можно видеть две надписи. Верхняя из них – это стихи придворного поэта Шейхия. «Слава Всевышнему! Лицо Бахчисарая опять улыбнулось. Милость великого Крыма-Герая славно устроила. Неусыпными стараниями он напоил водой окрестности. И если будет на то воля Божья, сделает еще много добрых дел. Он тонкостью ума нашел воду и устроил прекрасный фонтан. Если кто хочет проверить, пусть придет и посмотрит. Мы сами видели Дамаск и Багдад и не встретили там ничего похожего». Подобно жаждущему, Шейхий читает хронограмму из уст всего фонтана: «Приди, напейся воды чистейшей из источника исцеляющего». Хронограмма – это не что иное, как дата, искусно зашифрованная в числовых значениях арабских букв последней строки. В данном случае это 1764 год, когда правителем ханства был Крым-Герай, выдающийся государственный деятель, который, среди прочего, покровительствовал искусством и богато украсил ханский дворец. А нижняя надпись – это 18 стих 76 суры Корана, где говорится о райском источнике под названием Сельсибиль. В честь этого райского источника был назван целый тип фонтанов. Они часто сооружались для украшения внутренних помещений, либо открытых беседок в садах, тихим журчанием, переливающейся из чаши в чашу воды. Немало подобных фонтанов можно видеть сегодня, например, в Турции. Даже в самом Бахчисарайском дворце существует еще один Сельсибиль. Он украшает беседку в тенистом садике, очень неподалеку от фонтана слез. Вода из него по мраморному резному каскаду стекала в бассейн. Этот мраморный каскад уникален. Помимо различных узоров и орнаментов на нем, здесь можно видеть высеченных в мраморе рыбок, цаплю, что выхватывает их из воды,
а водостоки маленького бассейна выполнены в форме змеиных головок. Изображение животных – это исключительно редкое явление в крымско-татарском традиционном искусстве. Вернемся, однако, к фонтану слез. В отличие от своих многочисленных собратьев, он не журчит веселыми струйками, а плачет редкими каплями, отчего и получил свое название. Но так было не всегда. Когда-то и он звенел струями, которые перепрыгивали из чашки в чашку, рисовали собой живой узор на фоне мрамора, а затем широким веером рассыпались возле подножия. Это было в те времена, когда фонтан стоял на своем первоначальном месте и питался свежей водой родников. А в дворик, где он находится ныне, фонтан был перенесен, очевидно, во время тех многочисленных переделок, что сопровождали подготовку ханского дворца к визиту Екатерины II в 1787 году. Разлученный со своими родниками, фонтан и стал лить слезы. Теперь вода в него поступает из небольшого внутреннего резервуара, который наполняется вручную. Где же располагался фонтан изначально? Предполагается, что он находился где-то неподалеку от этого мавзолея, на самом краю дворцового комплекса. То ли на кладбище, что примыкало к его стенам, то ли с другой стороны, на садовых террасах, где в ханские времена были устроены дворцовые сады. Крымско-татарское народное предание утверждает, что фонтан был выстроен в память о даме по имени Диляра Бикеч, которая и похоронена в этой усыпальнице. В легенде говорится, что Диляра была юной красавицей, наложницей в гареме Кырыма-Герая. Хан полюбил ее, но вскоре она умерла, отравленная ревнивой соперницей. Хан, глубоко скорбя о ее безвременной кончине, приказал похоронить Диляру с наибольшими почестями в отдельном мавзолее и построить в ее память фонтан, который выражал бы его горе. Согласно легенде, цветок символизирует глаз, из которого катится слеза, а чаша – сердце, переполненное горем. Эта легенда, конечно, поздняя, ведь в ней говорится уже о слезах, то есть о каплях, которые фонтан начал источать лишь после того, как был перенесен со своего первоначального места на новое, в угол дворика. Однако Диляра Бикеч – это вполне реальная историческая персона, и ее имя было высечено на мраморной плите, что в прошлом украшало вход в мавзолей. К сожалению, имя – это единственная достоверная информация, которой мы обладаем об этой женщине. Словом «бикеч» при ханском дворе действительно обозначали наложниц. Причем Диляра не единственная из них, кто был похоронен здесь, в ханском дворце. На ханском кладбище сохранились памятники еще двух бикечей – Тогушах Бикеч и Хусни Бикеч. Оба памятника относятся к середине XVIII века. Внутренняя жизнь ханского гарема – это самая малоисследованная и малоизвестная область ханского быта. И вполне понятно почему. Ведь здесь, в этих стенах, никогда не бывали ни путешественники, ни дипломаты, которые могли бы оставить какие-то описания или воспоминания. О событиях здесь не писали в исторических летописях, и потому об обитательницах гарема, за редчайшим исключением, нам неизвестно практически ничего. Мы не знаем даже имен абсолютного большинства из них. То же самое можно сказать и о Диляре Бикеч. У нас нету достоверной исторической информации об этой личности. Но зато в городе с ее именем, помимо мавзолея, был связан еще один очень интересный памятник. В прошлом, в старых кварталах неподалеку от дворца, высилось прекрасное здание Ешиль-Джами, или «Зеленая мечеть». Среди надписей, украшавших ее интерьер, была одна, призывавшая благословение Всевышнего на некую Диляру. Несомненно, это была та самая Диляра Бикеч, что покоится в мавзолее, тем более, что и на мечети, и на надписи при фонтане был указан один и тот же год – 1764.
Ешиль-Джами сильно пострадала от землетрясения 1927 года, а затем в 50-х годах и вовсе была снесена. Но какое отношение могла иметь Диляра Бикеч к Ешиль-Джами? Почему она была упомянута в стенной надписи? Ответ на этот вопрос могут подсказать другие старые мечети города. Из сохранившихся до наших дней Бахчисарая 4 старинных мечетей 2 были построены на средства женщин ханского двора. Например, эта мечеть была возведена в 17 веке на пожертвование ханской племянницы по имени Исми хан, и она по сей день носит название Исми хан Джами. А вот эта мечеть, известная в городе как Тахталы-Джами, была сооружена в самом начале 18 века по заказу ханской дочери, которую звали Бек-хан. Не исключено, что этому доброму обычаю жертвовать деньги на строительство мечети, который бытовал среди богатых дам ханского двора, могла последовать и Диляра Бикеч. И таким образом зеленая мечеть Ешиль-Джами могла быть выстроена на ее средства. Учитывая это, будет, пожалуй, не совсем верно представлять ее себе в образе юной наложницы, павшей жертвой гаремных интриг. Уж скорее воображению рисуется образ богатой и почтенной дамы, которая на склоне лет занялась религиозной благотворительностью. Можно даже представить в ее лице мать кого-нибудь из ханов, раз уж похороны Диляры были обставлены с такой торжественностью, что специально для нее выстроили целый мавзолей. Впрочем, подтвердить или опровергнуть эти догадки нечем, поскольку наши сведения о Диляре Бикеч исключительно скудны, и ее образ остается покрыт тайной. Эта тайна породила тот романтический ореол вокруг имени Диляры, который дал жизнь и бахчисарайской легенде о влюбленном хане, и основанным на ней многочисленным художественным произведениям, и в конечном итоге той всемирной славе, которой пользуется этот памятник. Эта слава сослужила хорошую службу и городу, и дворцу, причем не только в том плане, что уже на протяжении многих лет она привлекает сюда, в Бахчисарай, великое множество гостей. Эта легенда в буквальном смысле слова спасла древнее имя Бахчисарая и, возможно, сам дворец. Когда Александр Пушкин побывал в Бахчисарае в 1820 году, он не был особо впечатлен увиденным. «В Бахчисарай приехал я больной», – писал он. «Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленного хана. Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан. Из-за ржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат». Однако старинная легенда увлекла поэта, и через 4 года он издал поэму «Бахчисарайский фонтан» и еще отдельное стихотворение «Фонтану Бахчисарайского дворца». Ставя точку в рукописи, поэт не сознавал, что тем самым выписал дворцу и Бахчисараю вечную охранную грамоту. Она очень пригодилась после депортации, когда сталинская клика так и не отважилась переименовать Бахчисарай на советский манер. Видимо, не последнюю роль в этом сыграли названия всемирно известных пушкинских произведений, в которые, по счастью, было включено историческое название города. Бахчисарайский фонтан – это один из самых знаменитых памятников Крыма. И вместе с тем, как можно было видеть, о его реальной истории мы знаем не так-то много. Окружающая его легенда сплавила воедино правду и вымысел, народный фольклор и крупицы исторических сведений о прошлом ханской столице. Своим появлением она обязана людям разных культур и разных эпох. Это и неизвестный скульптор этого фонтана, которого легенда называет Омером.
Это и поэты Шейхи, Пушкин, Мицкевич, Леся Украинка и многие другие деятели искусств, которые воспели, прославили и в конечном итоге помогли сохранить это замечательное сооружение. Пусть к фонтану едут люди, пусть возле него не иссякает пестрая толпа заинтересованных отдыхающих. Этот фонтан не просто достопримечательность, это полномочный посол ханского Крыма в сокровищнице мировой культуры.